Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите выпуск программы «Будь здоров». С вами я, Амана Исраилова. Сегодня мы поговорим о том, можно ли после увеличения груди кормить грудью, безопасно ли это. И, конечно, мы обсудим наиболее популярные вопросы, которые пациенты задают пластическому хирургу. А сегодня у нас в студии Бочарников Александр Андреевич. Здравствуйте. Здравствуйте. И хотелось бы перейти сразу к первому вопросу. Можете рассказать общее понятие о мамопластике и о видах, с которыми чаще всего к вам обращаются? Мамопластика — это такое обширное направление, отдельное пластической хирургии, и она занимается как эстетическими вопросами, так и реконструктивными вопросами. Мамопластика — это пластика груди, если простыми словами говорить. Бывает реконструктивная пластика, эстетическая пластика, когда пациентка хочет как-то эстетически увеличить свою грудь, либо поменять форму, подтянуть, уменьшить грудь. А реконструктивная мамопластика — это когда мы восполняем объем или утраченную молочную железу, которая пациентка лишилась во время онкологии, либо каких-то других заболеваний, либо после травмы, ДТП. Разные бывают ситуации, и при этом пластические хирурги стараются различными методиками это все вернуть и восполнить, и чтобы пациентка уже вернулась к обычной жизни и чувствовала себя удовлетворительно. Вот можете тогда поподробнее рассказать о том, как проходит прием, получается, прием при том, когда они обращаются ради эстетики, и уже по состоянию здоровья. Можете об этом более подробно рассказать? Если начинать с эстетики, то пациенты чаще всего сами определяют показания к тому, что им нужна операция. Это те пациенты, у которых, допустим, есть, вообще практически отсутствует молочная железа, либо есть какая-то асимметрия, либо она недовольна объемом собственной железы, и она уже, соответственно, выбирает пластического хирурга, к которому приходит на консультацию, и рассказывает свои пожелания, которые хочет она при этом получить. И, соответственно, хирург, уже измеряя все параметры, рост, вес, ширину грудной клетки, и предлагает при этом методики, которые можно корректировать, то, что она хочет. Обычно чаще всего самый безопасный метод на сегодняшний день коррекции объема молочной железы — это грудные импланты. Также бывает жиром немного, некоторые хирурги тоже восполняют объем, либо корректируют какую-то асимметрию с одной стороны, с другой стороны. Но грудные импланты на данный момент — это самый безопасный метод увеличения груди. И также бывают подтяжки груди, когда у пациентки слишком большая грудь, она приходит, тоже об этом говорит, что она хочет уменьшить, хочет подтянуть, либо устала с этой грудью уже ходить. И одна из тоже таких обширных направлений, когда пациенты после онкологии теряют, у них были какие-то образования обнаружены, им, соответственно, маммологи, онкологи удаляют это все, делают так, чтобы пациент больше не болел онкологией, но после этого пациентки все задумываются о том, чтобы вернуться к обычной жизни, чувствовать себя комфортно при потере. И потом уже обращаются к пластическим хирургам. Пластические хирурги тоже корректируют либо экспандером, устанавливают импланты и потом делают максимальную симметрию со здоровой грудью, либо уже корректируют собственными тканями, когда допустим, пересаживают лоскуты кожные из живота, со спины на грудь, и при этом образуется уже новая, которая практически похожа на собственную грудь, даже без инородного тела. А получается, методы коррекции меняются в зависимости от вида, если при эстетическом и при реконструктивном. То есть о тонкостях работы можете рассказать именно этих двух видах? Здесь, видите, методы коррекции в принципе одинаковые, но сложность зависит. О сложностях, можете? Сложность, конечно, при реконструкции больше, потому что здесь чаще всего уже изменена анатомия человека, когда мы при обычном эстетическом увеличении мы просто
имплант устанавливаем, ну, могу сказать, что есть несколько видов установки, допустим, под мышцу, под железу, под фасцию, и есть еще такой самый распространенный, это dual plane, когда у нас формируется двухплоскостной карман, он сверху имплант прикрывается мышцей, а снизу под железой стоит. Это такой самый прогностичный, отдаленно хороший вариант, в котором в дальнейшем грудь ведет себя естественно, как собственная грудь. И пациенты не ощущают никакого дискомфорта и все остальное. А при реконструкции там уже в зависимости от того, насколько была первая операция такая обширная, да, если удалили много тканей, слишком истончили, там, мышцы удалили, не удалили, там, и при этом уже тактика определяется, уже конкретно каждой пациентке, как нужно, во сколько этапов, допустим, экспандер, там, чаще всего он делается, когда имплант устанавливают, в 2 этапа. Первым этапом просто устанавливается имплант, раздувается ткань, растягивается кожа, которая послеоперационная, рубец вот это иссякается. И потом уже вторым этапом формируется складка, формируется контур груди и устанавливается имплант. Может, иногда даже требуется несколько этапов для того, чтобы достичь максимально хорошего результата. А как обычно, для эстетики все рассчитывают сразу все получить красиво и за один раз. Никто не хочет, чтобы еще раз ложиться на операционный стол. Прежде чем обратиться к вам, какие-либо анализы они должны сдавать? И вот на что вы проверяете, допустим, может даже при беременности, допустим, мне кажется, нельзя, или какие-либо такие, вообще любые пластические операции во время беременности мы не делаем. И если говорить о мамопластике, допустим, пациентка откормила наша, там, не ранее, чем через полгода она может планировать увеличение груди, когда уже полностью грудь придет в обычное состояние, протоки закроются, не будет никаких воспалительных процессов в груди. И часто бывают у пациенток кисты, фиброаденомы, но здесь мы обязательно при увеличении груди делаем обследование. Чаще обследования те, которые нужны для наркоза, там кровь, сердце, легкие, все остальное, это общее обследование, но если говорить о мамопластике, здесь обычно УЗИ, маммография, если потребуется, то уже более развернутые, там разные КТ, МРТ и все остальное. Но если мы предварительно на УЗИ видим какие-то вопросы у нас возникают, что там есть образование или это, и потом уже в дальнейшем требуется консультация маммолога, он уже более развернуто начинает с пациенткой работать, и в итоге он дает заключение, можно ли делать операцию или нет. Пластические хирурги уже потом, отталкиваясь от этого, то, что у нас есть, выполняем операцию. И, как сказать, если даже есть какие-то, допустим, кисты или фиброаденомы, то мы можем совместно с маммологами, с онкологами, допустим, во время одной операции под одним наркозом удалить эти образования и увеличить грудь. Это очень часто на нашей практике происходит, когда приглашаем мы совместно с маммологами, допустим, пациентка, некоторые даже специально обращаются, приходят на консультацию, говорят, вот у меня есть образование, но я понимаю, что если я пойду к маммологу, они просто сделают разрез, удалят это образование, и у меня останется в этом месте шрам. А во время эстетической операции мы делаем доступы обычно в незаметных местах, допустим, по складке, либо через ореолу, и заходим через эти доступы. Мы формируем карман для импланта, потом маммолог через этот же разрез находит это образование, удаляет его, мы дальше завершаем операцию, устанавливаем, все зашиваем, и у нее нету никаких видимых разрезов, и она избавилась от образования и плюс увеличила грудь. Вот это как 2 в 1. И многие пациенты обращаются тоже с такими именно запросами. А вот помимо, с какими еще операциями, можно совместить вот данную коррекцию? Практически со всеми видами операций, потому что мы выполняем, в нашей клинике тоже выполняются практически все виды операций, эстетических, реконструктивных тоже много. И
пластика носа, подтяжка живота, там, подтяжка рук, век, подтяжка лица. Под одним наркозом просто пациентка должна понимать, что увеличится продолжительность операции, если у нее нету никаких противопоказаний относительно здоровья там, или коррекция, которая ей необходима, ну, можно выполнить одновременно. Единственное, бывает там где-то нужно пациентку перевернуть или слишком большая продолжительность. Пациентка хочет там сделать липосакцию всего тела, там еще потянуть живот, подтянуть лицо и плюс увеличить грудь, то это, конечно, лучше иногда разделить на несколько этапов. А так можно совместить с любой пластической операцией. И вот о безопасности, да, давайте перейдем вот к имплантам, да, можете более подробно состав вот рассказать, да, о том, как. Импланты, в первую очередь импланты, они бывают, делятся на два вида. Это круглые, когда у нас вот такая круглая форма с обеих сторон, он выглядит как шар. И бывают анатомические. Анатомические или каплевидные, когда он более похож на, ну, на анатомию груди, натуральную, напоминает анатомию груди. И если углубляться, то здесь у нас есть еще разные поверхности. Поверхности импланта, но это уже фирмы, которые производят эти импланты, предлагают в зависимости там. Ну, это тоже очень много было исследований на протяжении там многих лет, какая поверхность лучше, какой там состав лучше. И хирурги уже на своей практике, как бы применяя, уже к чему-то более приходят. Допустим, есть гладкая поверхность, там микротекстурированная, текстурированная, полиуретановая, крупно текстурированная. И каждой пациентке уже отдельно подбирается какой-то вид импланта. Гладкие импланты у нас чаще всего круглые, когда мы увеличиваем, и имплант, ну, хорошо схватывается с тканями, это нужно тоже отдельный вид пациентов подбирать, там молодые, хорошим телосложением, упругие ткани, все остальное. Текстурированные импланты, вот у нас, видите, анатомические, это для того, чтобы он тоже хорошо сцеплялся с тканями, никуда не смещался, стоял на том месте. Здесь у нас даже есть метка, чтобы мы его четко по центру установили, все восстановили. Что еще относительно имплантов? Но они очень крепкие. Современные импланты, допустим, если там заглядывать назад, там где-то в 80-х, 90-х годах, когда это только все начиналось, там было совершенно другое качество всего этого. Сейчас многие фирмы, которые на данный момент существуют, мировые, там, американские производства, Германия, там, Франция и все остальное, они уже дают пожизненные гарантии на свои импланты, на какие-то либо осложнения, которые есть у нас. И что этих осложнений не будет. Если вдруг произошло это, то, соответственно, фирма там либо имплант новый пациентке предоставляет, либо там какие-то есть, ну, бонусы, да, с этого всего. Это уже фирма отдельно решает. А так, ну, сам имплант, он не рвется, можно по нему хоть это. Если там какая-то обычная там острая травма происходит, тогда там, конечно, уже от этого никто не застрахован. А так там, если обычно, они очень крепкие, да, с ними ничего не может произойти. А вот получается возрастная, да, категория? Эстетические операции уже можно делать сам пациент, если он совершеннолетний, то он может самостоятельно принять решение о том, что можно ему делать эстетическую операцию или нет. Это с 18 лет. Но, допустим, бывает по тем же самым показаниям различные есть синдромы, когда отсутствует вообще не просто при онкологии или это, а врожденное отсутствие груди, синдром Палланда, когда недоразвитие с одной части происходит. И такие пациенты чаще всего приходят на консультацию уже с родителями, там бывает в 15-16 лет, когда у него там половое созревание происходит, там, и родители приходят и интересуются, вот так у нас там у дочки вот такие проблемы, что можно в дальнейшем это сделать и все остальное, и мы уже думаем, но чаще всего лучше делать, конечно, когда уже полностью человек, ну, грубо говоря, вырастет, закончит это формирование, полностью свою грудь сформируется, это где-то ближе к 21-23 годам, когда с 18 все равно нежелательно, не рекомендую я делать, потому что это чуть рановато.
Ну, если именно говорить об увеличении или каких-то реконструктивных операциях. То относительно размеров, ну, размеры тоже здесь тоже все индивидуально. Допустим, если пациентка 150 метров роста и хочет увеличить сама такого худенького телосложения, то ей, естественно, там 200-250 миллилитров для нее это будет верхний предел, да? А если пациентка 180 сантиметров, там ширина грудной клетки, там база большая, то для нее и 400, и 500 это будет немного, потому что все относительно анатомии. И кому-то нужны большие, они будут смотреться хорошо, естественно, и не казаться большими там имплантами или выглядеть как-то неестественно. А кому-то нужно лучше не отказать, если она действительно сама маленькая и хочет там 500-600 миллилитров, это не будет безопасно, да, в итоге. А вот еще часто, да, задают вопрос, можно ли после операции, получается, кормить грудью, да, ребенка? Можете вот развеять, да, мифы какие-то? Да. Ну, сам имплант, он устанавливается, как я уже говорил, вообще внутри, да, над нашими ребрами. И потом сверху его укрывает мышца, и потом ваши собственные ткани железы. И вот эти все протоки, молочные протоки, ткани железы, жир, который покрывает у нас подкожный жир, он практически никак не контактирует, не страдает при таком виде установки. Это у нас есть несколько доступов. Чаще всего самые распространенные это по складочке, либо по ореоле. И также бывает под мышкой еще устанавливает один из тоже доступов. Вот, допустим, когда мы по складке заходим, мы именно проникаем в тот слой, где имплант вообще никак не соприкасается с вот этими тканями, протоками, и в дальнейшем на 100% сохраняется функция кормления. Практически все пациенты, если планируют потом в дальнейшем беременность и кормить грудью, то она никак не повлияет, установка импланта, на то, что у нее функция это ухудшится. А вот подтяжки груди, да, также можете более подробно? При подтяжке груди здесь уже, соответственно, есть некоторые риски в зависимости от сложности операции, потому что уже некоторые пациентки, бывает, приходят, когда уже откормили, чаще всего, если у нее изначально большая грудь была, там 3-4 размера до беременности, и она птозировалась, то есть опустилась со временем после лактации, и пациенты уже, им дискомфортно с таким объемом, то, что она висит, и в итоге они обращаются. Здесь уже смотришь на объем операции. У некоторых пациентов бывает, там есть различные методики в пластической хирургии, когда мы должны просто перенести ореолу, допустим, более чем на 10 сантиметров выше. Здесь у нас есть определенные стандарты, да, где должна располагаться ореола, какое расстояние должно быть там, от складки до ореолы, и так, чтобы грудь тоже выглядела круглой, красивой после того, как мы подтянем ее. И когда мы видим исходник, что там у некоторых пациентов вообще бывает, там уже она, грубо говоря, должна быть на 20 сантиметров, она на 40 сантиметров. И нам нужно ореолу там более чем на 10 сантиметров вверх перенести, собрать это все, сделать так, чтобы все это выжило, потому что сосуды при этом все переносится, там нужно кровообращение сохранить. И здесь пациенты уже обо всем предупреждаются, потому что бывают очень сложные операции, когда есть там риски и некроза, и риски того, что может выпасть чувствительность на некоторый момент. Но пациенты, допустим, уже, она не хочет кормить в дальнейшем, или ей уже просто есть дискомфорт ходить с этой грудью. Здесь может, конечно, при таких сложных операциях, где еще вдобавок ко всему и удаляется часть железы. Но пациенты сами этого хотят. У кого-то, допустим, не то, что она просто потеряла свою упругость и опустилась, а еще она очень большая. Большая, и дискомфортно с этим жить, и постоянно там болит спина, шея. Это тоже такие одни из показаний. И при этом нужно не только сделать подтяжку, но и уменьшение груди.
Когда мы делаем уменьшение груди, тогда уже есть риск того, что пациентка в дальнейшем, если захочет кормить или планировать беременность, здесь, конечно, 50/50, сохранится или не сохранится. И уже после операции там уже ясно будет, в каком месте у нее больше располагалось протоков. Если пришлось их удалить, тогда функция кормления может нарушиться. А вот о реабилитационном, да, периоде можете более подробно рассказать, как вот? В первую очередь, как проходит сама операция. После операции пациенты переводятся в палату. Обычно это палата интенсивной терапии или реанимации, где присутствует дополнительное оборудование. Там реаниматологи, которые следят за состоянием пациентки в первые часы после наркоза. А потом пациентка уже спокойно переводится в палату и наблюдается в клинике. Обычно где-то 1-2 дня после таких операций по желанию или по самочувствию пациентки еще остаются. После 2 дней мы пациентку выписываем, даем все рекомендации на дом, которые необходимо выполнять, и они приходят на перевязки уже к нам. На перевязки приходят, чтобы обрабатывать шовчики, которые мы сделали, и следить за самочувствием, все остальное. Дома уже не нужно получать никакие уколы, либо обычно тоже назначаем в таблеточках, либо обезболивающие, либо какие-то противовоспалительные препараты, просто в таблетках пьют и ходят на перевязки. На перевязки нужно ходить где-то 10-14 дней, 2 недельки. Самый такой сложный, допустим, период при всей реабилитации, это вот первые 2 недели, я, наверное, скажу, потому что первые 2 недели это максимально отеки. Первый день-два, естественно, даже где-то дней 5 могут такие болевые ощущения быть. Вообще, если откровенно говорить, мамопластика, она чувствительная операция из всех пластических операций, потому что у нас имплант устанавливается, ткани растягиваются, особенно если это такие молодые пациентки с упругими тканями, в 20 лет, когда у нее все не нужно установить имплант, конечно, она будет чувствовать. Мышца растяжена. Первый день-два, пока они лежат, мы делаем обезболивающее. Никто не мучается, не страдает, просто обезболивающее получает. А потом уже, когда домой выписали, в принципе, все спокойно себя обслуживают, так же, как это, обычной жизнью живут. Конечно, нужно немного без резких движений, полупостельный режим. И вот первые 2 недельки стараться максимально не активничать. Если активничать, то будет и отеки от этого нарастать, и как-то продолжительность реабилитационного периода тоже увеличится. Поэтому потом, после того, как мы сняли швы, через 2 недельки пациентка уже возвращается к обычной жизни полностью, практически. Но кроме того, что можно ходить в баню, потому что это не очень повлияет на заживление рубца, формирование и занятия спортом. Первый месяц, через 2 недели, потом она просто каждую неделю приходит на осмотры ко мне, и через месяц она уже может снимать компрессионное белье. Компрессионное белье обязательно нужно носить круглосуточно в течение месяца, не снимая, что при подтяжке груди, что при увеличении имплантами, не снимая в течение месяца, и потом еще в течение месяца пациент одевает его на ночь. Днем можно снимать, одевать какие-то спортивные топики, такие, которые поддерживают грудь, но уже не делают компрессии, чтобы грудь спокойно дальше сформировалась, подрастягивалась ткань. А на ночь одеваем, чтобы тоже отеки удерживать. После месяца в любом случае еще может быть немного припухлость где-то остается. Вообще окончательное формирование и даже в любой пластической операции, когда мы говорим, можем оценивать результат. Это полгода. Во многой литературе, многие хирурги, которые уже оперируют годами, они оценят результат через полгода, как это все выглядит, как ткани себя ведут. Естественно, на практике если все прекрасно заживает, видишь, что через месяц пациентка уже все счастлива, сняла компрессионное белье, ходит в обычном купальнике или вообще без белья может. У многих пациенток тоже запрос, что не нравится ходить и просто на ночь одевает компрессионное белье еще в течение месяца и потом возвращается к обычной жизни. Если говорить про спорт, про реабилитацию, многие тоже активно занимаются спортом.
через месяц можно начинать кардио. Тренировки потихоньку, бег, ходьба, и потом уже потихоньку добавлять нагрузки на ноги, приседания, нижний пояс, а вот именно на верхний пояс, на грудные мышцы, на руки можно начинать через 3 месяца после операции. А вот в каких случаях могут возникнуть осложнения после операции? Осложнения вообще, если говорить, бывают ранние послеоперационные осложнения и поздние послеоперационные осложнения. К ранним относятся такие как гематома, либо там скопление гематома, соответственно, это скопление крови. Когда лопнул какой-то сосуд после операции, там, это может быть связано с различными тоже факторами, либо тоже пациентка где-то резко пошевелилась, либо там, может, не остановили, какой-то мелкий сосуд не заметили. Там, также для профилактики устанавливаются трубочки, дренажи. В хирургии их называют, когда мы первый день-два смотрим, чтобы там жидкость выходила, чтобы ничего внутри патологического, там сильно кровотечения не было, ничего. И все это корректируется. Бывает, что межклеточная жидкость, серома тоже выделяется, реакция на организма, на сам имплант, на послеоперационные какие-то воздействия. Ну, сейчас на данный момент тоже есть все варианты решения этих проблем, тактики, когда мы там за день, за два уже видим улучшение, прекращается все это происходить, и в дальнейшем происходит все нормально. К таким более поздним осложнениям можно отнести, когда неправильно формируется капсула. Еще есть такой момент, когда у нас попадает инородное тело в организм, в нашем случае это имплант, и наш организм реагирует на него капсулой, которая ограничивает его полностью от тканей. Также вот наш имплант, силикон, он покрывается защитной оболочкой капсулой. Иногда эта капсула может утолщаться. В норме она там очень тоненькая, 0,2 миллиметра. И если организм как-то не так отреагировал на него, либо ему не понравилась текстура данного импланта, либо какие-то во время реабилитации были там моменты, что пациентка там, не знаю, может заболела в первые там несколько месяцев какими-то острыми заболеваниями, либо травма какая-то произошла, тоже много факторов, и эта капсула утолщается, и имплант потихоньку начинает сжиматься, грудь становится более твердой, и это тоже может в дальнейшем привести либо к повторной операции, либо пациентка просто не будет удовлетворена тем, что у нее есть какой формы грудь. Я правильно поняла, что на сегодняшний день вы используете, да, самые современные методы, получается, коррекции, и вот импланты также, да, безопасны. Можете вот в завершение обратиться к пациентам, к казахстанцам, да, чтобы они не боялись вот в случае, допустим, заболеваний, да, обращаться к пластическим хирургам или вот при эстетических, да, вопросах. Если подытожить, то можно сказать, что сейчас пластическая хирургия на хорошем уровне здесь у нас в стране, и уже не первые годы. И также неоднократно мы ездим на обучение за границу, в разные страны, обмениваемся опытом. В нашей клинике тоже есть самое современное оборудование, наркозные аппараты, анестезиологи, медперсонал, который следит за пациентами круглосуточно. И наши специалисты, и я в том числе, обладаю всеми практическими методиками, которые есть сейчас современные в мире, для того, чтобы увеличить грудь, для того, чтобы подтянуть ее, либо исправить какие-то дефекты. И, как я уже сказал, увеличение груди силиконовыми имплантами на данный момент в мире является самым безопасным методом. Поэтому не стоит этого бояться. Если вы хотите не только красивую, но и здоровую грудь, можно смело обращаться к пластическому хирургу с такими запросами, и я думаю, он сможет вам помочь.
Спасибо вам за ценные ответы, которые вы дали нашим телезрителям. А мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях был пластический хирург Бочарников Александр Андреевич. А вы смотрели выпуск программы «Будь здоров». С вами была я, Амана Исраилова. До новых встреч!